спаленыя градам кулямётных чэргаў, зруйнаваныя ударамі авіяцыі. Гэта гісторыя пра будынкі, што маглі стаць мінулым яшчэ падчас Вялікай Айчыннай. Дакументальныя фільмы пра архітэктуру, што адваявала права на жыццё. І пра людзей, якія па цаглінах узводзілі яе будучыню з руін і папялішчаў. Гісторыя Сар'янскага храма пачалася ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Спраектаваная прускім архітэктарам Густавам Шахтам, пабудова ў неагатычным стылі мела ўсе шансы стаць касцёлам імя Найсвяцейшай Панны Марыі, але лёс склаўся інакш. 28 лютага 1869 года ў Сар'і стварылі самастойную праваслаўную парафію і асвяцілі пры ёй царкву ў імя Успення Найсвятейшей Богородицы. И первым настоятелем этого храма был отец Михаил Мартынович, который служил в этом храме 1990-92 год. Вторым настоятелем этого храма был священник отец Адам Каледа, который служил с 1992 до мая 1994 года. 2 августа 1993 года я был возведен в сан священник. Мое служение началось в Шарковшинском районе Полоцкой епархии. И 15 мая 1994 года я был переведен в деревню Сарья и был назначен настоятелем этого храма. То есть моя жизнь в этом храме началась 15 мая 1994 года. На той час яшчэ не сціхлі спрэчкі аб прыналежнасці храма. У Дзяржаўным архіве Віцебскай вобласці захавалася заключэнне Упаўнаважанага савета па справах рэлігіі ад 23 жніўня 1990 года. У ім падтрымлівалася прашэнне стварыць у Сар'і каталіцкую абшчыну. Дело в том, что в селе Сарья приход Успения Божьей Матери связан с храмом, который был построен паном Лопатинским в память своей умершей жены, но был построен как костел. Внешний вид он полностью соответствует стилю католического строения. Но никогда он не был католическим храмом, а всегда являлся православным. И всегда там был православный приход в честь Успения Божьей Матери. Белорусская готика и белорусская неоготика и православная церковь, они, скажем так, они ни в коем случае не вступают в конфронтацию. Они, скажем так, дополняют и, может быть, более ярко выявляют особенности современного христианства, вот современной православной церкви на белорусских землях. В наших документах нашлись некоторые факты о истории церкви в местечке Сарье. Например, имеется такой документ о регистрации православного общества Сарьянской Успенской церкви. Конкретная дата – это 30 января 1923 года. Если мы обратим более детально внимание на изучение этих документов, то можно обратиться к справке, которая дана Дрезденским отделом управления уездного исполнительного комитета священнику Сарьянской Успенской православной церкви Михаилу Лешкевичу. Дана в том, что действительно зарегистрировано общество и можно начинать службу. Сар'янскі храм застаўся царквой не толькі па прычыне гістарычнай пераемнасці. Архіўныя дакументы ад 21 сакавіка 1990 года пацвярджаюць, што праваслаўныя вернікі таксама імкнуліся вярнуць храм для проведения набоженствов. Дело в том, что община католическая была небольшая. По примерным подсчетам в ней состояло от 15 до 20 человек. В то же самое время православная община, она достаточно была большая, почти в несколько раз превышала католическую. Што паклала пачатак гэтым рэлігійным баталіям і чаму ў 1931 годзе царква зачыніла дзверы для прыхажан на паўстагоддзя? За адказамі звернемся да вытокаў унікальнага ў сваім родзе архітэктурнага збудавання. Одной з найпрыгажэйшых архітэктурных жамчужын беларускага падвіння, безумоўна, з'яўляецца храм у Сар'і, якога некаторыя з архітэктараў-даследчыкаў называюць яшчэ беларускім Тадж-Махалам. І гэта не выпадкова,
Чаму? Таму што гэты храм, як у свой час у сярэднявеччы быў пабудаваны знакаміты Тадж-Махал, быў пабудаваны па замове шляхціца Ігната Лапатинскага у гонар заўчасна памерлай яго жонкі Марыі. В апреле 1851 года она скончалась вскоре после родов. Похоронена она была на фамильном кладбище Лопатинских, и Игнатий, видимо, чтобы выразить свою любовь к ней и горечь утраты, решил неподалеку от ее могилы построить храм и назвать в ее честь. С помощью некоторых бумажных махинаций он здание это, которое строилось, выдавал за различного характера сооружения, то есть называл он их фамильным архивом, лабораторией, склепом, но никак не храмом, чтобы отвести некоторые подозрения от чиновников, которые приезжали на дознание в Сарью. Этот род был знакомитый, потому что маці Лопатинская Игната была знакомитого итальянского роду Маркони. Они были сябрами в свой час Боны Сфорцы, якая была жонкой монарха Речи Посполитой. У гатычным стылі былі ўзведзены ўсе гаспадарчыя пабудовы і выязная брама, што захавалася да нашых дзён. Ігнат Лапатинскі любіў гэты накірунак за вытанчанасць і таннасць. Да таго ж цэглу для будаўніцтва храма выраблялі на яго уласным заводзе побач з Сар'яй. Самая главная особенность – это не оштукатуренный красный кирпич, но, в принципе, для неоготики это достаточно обычный материал. В Сарье, в Успенской церкви, не просто не оштукатуренный кирпич, а он, можно сказать так простым языком, профилированный. То есть архитектор, создавая этот проект, рассчитывал не столько на отделку какими-то цветами, сложной лепниной, а сколько на том, как будет играть свет и тень на вот этих вот ребрах, пінаклей, арак. За якасную работу мулярам з мястэчка, што ўдзельнічалі ў будаўніцтве, Лапатинскі заплаціў 750 рублёў срэбрам. У 1857 годзе храм быў завершаны і асвечаны. Касцёлам ён лічыўся нядоўга. Сітуацыю рэзка змяніла паўстанне 1860-1864 гадоў. Ігнат Лопатинский, як нащадак знакамітага шляхецкага роду, не застаўся па-за паўстаннем. У склад урадаў белых, які быў у Вільні, уваходзіў. І, карацей кажучы, пасля падаўлення паўстання яго саслалі пад Вільню, забаранілі нейкі час знаходзіцца ў сваім родавым маёнтку. А потым, калі ён вярнуўся ў 1859 годзе, храм яго забралі и передали у ведомства православной церкви. В 1868 году приезжали несколько архитекторов из Петербурга, проводили они исследования храма и масштаб необходимых, собственно, работ, которые бы придали ему более внешнее сходство православным церквям. Планировались масштабные работы по перестройке, планировалось перестроить стены, надстроить такие большие луковицы на башенках, которые соответствуют, собственно, православным храмам. Але ніякіх кардынальных перабудоў не адбылося. У выніку зрабілі толькі касметычны рамонт і новы іканастас православнага типу. Сам храм построен в неоготическом стиле, но его уникальная планировка, это однонефная базилика, позволила очень аккуратно встроить требуемый канонами православия иконостас. И даже теперь, несмотря на то, что это православная церковь, православный храм, то, что задумывалось когда-то непосредственно архитектором как такой граненый камень, граненый алмаз, оно до сих пор читается. В 1921 году наследники Игнатия, его сын, оставляют поместье, и фамильный склеп стал бесхозным. В феврале месяце 1921 года фамильный склеп был осквернен. То, что представляло ценность, было изъято, остальное было, что-то было разбито и осквернено. Был подземный ход именно из храма, именно туда, в сам склеп. Толькі праз дзясяткі гадоў гісторыю лапатинскіх аднавілі ў памяці народа. Фамільны склеп у 1989 годзе ў мэтах бяспекі замуравалі, а на месцы былых могілак устанавілі мемарыяльны камень, на якім выгравіравалі герб знакамітага роду. І, як акажацца потым, недарэмна.
як праваслаўны храм, ён функцыянаваў фактычна да 1931 года. Але у кнізе «Памяць» Верхнядзінскага раёна на аснове дакументаў, якія захоўваюцца ў Віцебскім абласным архіве, там ёсць допіс такі невялічкі. Пра улік храмаў напісана, што храм ёсць, але святара няма. Последним настоятелем этого храма был священник Петр Малей, который, будучи псаломщиком этого храма, в 1928 году принимает священнический сан, а ему тогда в то время было 33 года, и отец Петр Малей прослужил в этом храме всего лишь 3 года. 20 января 1931 года священник Петр Малей был арестован, и впоследствии в городе Полоцке его постигла участь расстрел. Пасля закрыцця падзеі вакол храма развіваліся не самым лепшым чынам. Пачалася вялікая айчынная вайна. У адным з першых у Верхнядзінскім раёне ўзнікла падполле. Адказ ворага быў жорсткі. Фашысты распачалі карную аперацыю пад назвай «Зімовае чараўніцтва». Яе галоўнай мэтай было стварэнне шматкіламетровай паласы спаленай мёртвай зямлі. Началась операция 16 февраля 1943 года. Фактически в ней принимали участие около 2500 военнослужащих и осуществлялась, скажем так, воздушная поддержка, то есть против фактически мирного населения были направлены и самолеты. По воспоминаниям, самолеты летали низко, высматривали людей, то есть спрятаться было практически невозможно. У Полацкім занальным архіве захаваліся ўспаміны сведкі гэтых падзей Домны Остапкович. Яна расказала, што ў лютым 43-го у Сар'ю прыйшлі немцы, сагналі ўсіх жыхароў у одну хату и подпалили. Она спаслась только благодаря тому, что до трагедии смогла убежать в лес. После того, как сожгли немцы жителей деревни Сарья, они вернулись в лес, прошли цепочкой по лесу. Женщина говорит, что они были в белых одеяниях и, естественно, нашли всех, кто прятался в лесу. Таким образом, женщина попала в плен, впоследствии была вывезена в немецкое рабство. Таким образом, была уничтожена не только деревня Сарья, но и все населенные пункты в окрестности в районе 40-50 километров. И первая разведка партизан, которая проходила уже в конце февраля 44-го, они говорили о том, что в Сарье находится гарнизон и находятся немцы. Во время войны немецкими солдатами наверху этого храма, на крыше этого храма, был оборудован немецкий наблюдательный пункт. А рядом с храмом стояла немецкая минометная батарея. И если наблюдатель находил скопление людей, передавал данные, и производился обстрел из минометов. У Віцебскім гарадскім архіве захаваліся ўспаміны аднаго з удзельнікаў сар'янскага падполля Владзіміра Малея. Яму было 14 гадоў, калі пачалася вайна. У партызанскі атрад ён трапіў адразу пасля таго, як на свае вочы убачыў папялішча, што пакінулі немцы ад яго роднай вёскі. Там он и знакомится с Жуком Брониславом Антоновичем, и с Мадриком Иваном Адамовичем. И, собственно, так начинается их боевой совместный путь. Они прошли очень длинную дорогу и освобождали все населенные пункты на своей территории. Это и была и деревня Язна, и также участвовали в боях под Лужками, освобождали Докшицкий район, Ушачский район. Все это проходили вместе, плечом к плечу. Нягледзячы на жорсткія баі ў ваколіцах Сар'і, храм Успення Прасвятой Багародзіцы неяк уцалеў. Пра гэта сведчаць і здымкі, што захаваліся з тых часоў. Во время некоторых обстрелов стены пострадали, но незначительно. То есть остались какие-то отметины, там местами можно их до сих пор увидеть, но каких-то крупных разрушений, к счастью, храм не постигли. Пасля вайны ў мястэчку Сар'я не засталося ніводнага двара. Людзі вярталіся на голую зямлю. Пасярод вёскі стаяў толькі храм. На нейкі час менавіта ён стаў для іх прытулкам. И вот получается вот здесь вот в этой комнате, вот входная дверь. Здесь, наверное, вот в этой части было пробито
пробита стена была и выведен дымоход на улицу. Здесь стояла какая-то, наверное, буржуйка, чтобы людям можно было здесь жить. Затем уже в 50-е годы, 60-е годы, 70-е, вплоть до 1987 года стены храма использовались как складское помещение. Здесь внутри было 5 этажей, и моя прихожанка такая, Боговенко Валентина Семеновна, в советское время здесь была завскладом. За время использования как склада стены храма несколько пострадали, поэтому в 90-е, начало нулевых пытались воссоздать вот этот красный кирпич Лопатинского, с которого был, собственно, храм построен. Ну и постепенно внешний облик храма восстанавливался. Но сейчас вот можно увидеть, что некоторые кирпичики такие поярче, чуть-чуть на стенах храма можно заметить. Когда я пришел на работу в совхоз Дресинский, как получилось, что в моей зоне ответственности был храм, потому что здесь был склад запасных частей. И, конечно, со временем кровля прошла негодность, протекала, шпили разрушили, и храм требовал ремонта. И руководителем хозяйства, Скоробом Владимиром Сергеевичем, было принято рішэнне приступіць к ремонту. У храме планавалася стварыць кафе або рэстаран. У той час зрабілі бетоннае перакрыццё, адрамантавалі лесвіцу і устанавілі вітражныя вокны. Аднак першапачатковым планам кіраўніцтва так і не ўдалося спраўдзіцца. Ко святым благоверным князьям Петру и Февронии помолимся. О велицы и угодницы Божие, предивны чудотворцы благоверные княже Петре и княгиня Февронии. 3 студзеня 1990 года на агульным сходзе жыхароў Сар'янскага сельсавета абмяркоўвалі некалькі пытанняў. Першым пунктам ішло прыпыненне будаўніцтва рэстарана, а другім – перадача храма вернікам для малення. Праваслаўная парафія аказалася буйнейшай. В 90-м году, когда открывали храм, наверное, по благословению владыки, эта плащаница была преподнесена нашему храму, можно сказать, как бы на молитвенную память. В то время был назначен благочинным секретарем епархии Полоцко-Витебской отец Николай Калида, который также неоднократно приезжал, способствовал укреплению приходов, поддержке молодых священнослужителей. Вот на этой фотографии и видно, что мы в Светлую Седмицу, уже когда Пасха случилась, совершаем крестный ход с молебном вокруг этого храма. Па крупінках збіраўся іканастас царквы. Першыя іконы ў храме былі напісаны мясцовым мастаком Константином Пискуновичем. Первая у нас это храмовая икона. На центральном аналое храмовая икона Успения Пресвятой Богородицы. Это главная святыня нашего храма. У нас в храме еще есть икона «Боже, утоли мою печаль», которая была подарена батюшком Виктором Бикаревичем, протоиереем Александра Невского храма города Менска. Яшчэ адна рэліквія Сар'янскага храма – ікона Пятра і Феўронні Мурамскіх, напісаная монахінямі Полацкага манастыра па блаславенні архіепіскапа Полацкага і Глыбоцкага Феадосія. Яна змяшчае ў сабе капсулы з часцінкамі машэй святых, прывезенымі з Уладзімірскай епархіі. Ікона з'явілася пасля апошняй рэканструкцыі храма, якая пачалася ў пачатку 2000-х. 5 июня 2008 года благодаря председателю располкома Игорю Ивановичу Марковичу было решено о начале, можно сказать, второго этапа реконструкции этого храма, но именно внутренней реставрации этого храма. Первым делом посоветовался с владыкой, он благословил на это дело, потому что дело ответственное, важное. Мы тогда пригласили опытных специалистов Верхневинского агросервиса, передвижная ПМК. Они разобрали перекрытие, мы обратились к населению, привели не один субботник, активно отозвалось местное население, принимали участие в благоустройстве. Обратился к уважаемым инвесторам, тоже поддержали, нужны были серьезные денежные средства на восстановление храма. В 2008 году в Институт гісторыі был накіраваны запыт от мясцового сельского совета с Сарьи
аб магчымасці правядзення археалагічных прац па лакалізацыі падмуркаў капліцы, якая была ілюстравана і на фотаздымках, і на карцінах, і зараз не існавала. Гэты запыт, як я зразумеў, тады быў звязаны з добраўпарадкаваннем. Здаецца, меркавалася правесці нейкія там дарожкі, пашырэнне, і баяліся, ці хацелі неяк зрабіць такім чынам, щоб не потрапіць на капліцу, ці, умоўна кажучы, яе не закрануць, ці наадварот, закрануўшы там, зрабіць нейкім аб'ектам. Раскопкі не далі вынікаў, і ў гэтым месцы з'явілася дарога да храма. Шырокая алея працягласцю 103 метры. Яе увянчаў той самы памятны камень з фамільным гербам. У 2012 годзе пакланіцца яму і храму прыехала з Еўропы ў Беларусь пажылая жанчына. Гэта была невестка самога Игната Лопатинского. То есть у Игнатия был сын, который в 1921 году уехал из Сарьи в Европу. И вот он там уже в Европе, чтобы одну молодую девушку спасти, можно сказать, от голодной смерти, он дает ей фамилию, свои фамильные сбережения. И вот она уже спустя время решила возблагодарить землю, которая дала ей мужа, благодаря которому она смогла жить. Вообще в Сарье храм называли храмом любви, потому что действительно был построен от Лопатинском в честь своей жены Марии. Посоветовавшись с владыкой Феодосией, было принято решение установить памятник покровителям семьи любви и верности, и брака Петру и Февронии. Архитектура настолько красивая, вытянутая, и поэтому мне хотелось именно из молодых людей, семью молодую, как бы сделать тоже одухотворенную и такую всю вытянутую, именно в готическом стиле. Но по размеру натуральную величину чуть-чуть больше, может быть, 1,80 м, вот так вот. Специально там были архитекторы, которые мне определили размер. Почему? Потому что большая она тоже там не нужна. Ведь первоначально мы хотели их поставить друг против друга. Ну, как бы люди влюбленные. Но дело в том, что у нас же сами Петр и Феврония – это супружеская пара. То есть они должны быть уже вместе. 8 уже июля 2011 года памятник был изготовлен. И когда День памяти Петра и Февронии Муромских, после божественной литургии было торжественное освящение этого памятника. Ежегодно в этот день здесь проводится служба, конференция. И, знаете, очень много людей приезжают, поклоняются храму и памятнику. И для меня он тоже знаковый, потому что здесь венчались мои дети, здесь крестились мои внуки. Безумовно, храм вельмі важны для духовного жыцця Беларусь. Дай Боже, каб далей і вернікі былі там, люди жылі, і храм варта пераўтварыць у аб'ект для турыстычнага наведвання. Тым больш, што ён уваходзіць у спіс гісторыка-культурнай спадчыны Верхнядвінскага района. Ось, калі паглядзець вот этот спіс рэспубліканскага значэння. У той дзень, калі ў царкве Успення Пресвятой Богородицы былі завершаны ўсе работы, 8 ліпеня 2011 года айцец Васіль атрымаў у адзін дзень адразу 3 ўзнагароды – камілаўку, жоўты крыж і званне пратэерэя. В настоящее время по субботам я служу в одном храме, воскресенье в другом, следующие выходные – 3 и 4 храм. В богородичные праздники я обычно служу в этом Успенском храме. А прихожан не так много. А то поколение прихожан, которое было в начале 90-го, уже их практически никого не осталось. Новое поколение не так стремится к Богу, как бы хотелось. Но храм живой. Царква Успення Пресвятой Богородицы цудам уцалела падчас Вялікай Айчыннай. На яе долю выпаў другі лёс. Імкнуліся зруйнаваць духоўна. Сёння праз паўстагоддзя сар'янскі храм нарэшце вярнуўся да людзей, а людзі да храма.